Чем занять детей в летние каникулы? И чтобы это было не только полезно, но и увлекательно. Мы сегодня поговорим с нашей гостьей. Это Лада Евсеева, методист парка «Россия. Моя история». Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Исторический парк «Россия. Моя история» организует постоянно какие-то интересные интерактивы, выставки, экскурсии для детей. Для какого возраста они ориентированы и вот в чем их основное предназначение? Ну, вообще я именно специалист по детским и семейным программам, поэтому я занимаюсь тем, чтобы придумать 101 причину детям и семье прийти в музей. Поэтому любые выставки, как бы они скучно не звучали, да, наша задача найти там что-то интересное, изюминку для детей. Поэтому вот те выставки, которые сейчас проходят, вспомним, но это о войне, конечно, тема тяжелая, но она интересна тем, что там не победные реляции или там сводки наступлений, да, там история войны рассказана в том числе от лица самих детей, участников, да, войны. Есть выставка «Старинная квартира», там куча мебели. Игрушек с СССР? Нет, это другое. Это именно квартира, интерьер 19 века. И ты можешь там зайти, увидеть и кровать с шариками, да, и куча каких-то мелочей, и женский костюм чудом сохранившийся, и кукла, да, в коробке такой шикарной, да. И сейчас идут детские летние программы познавательные. Мы едем в пятницу в Табагу, такой у нас выезд краеведческий, да. И кроме того, мы сейчас ждем очень интерактивную выставку про Александра Невского из Екатеринбурга, то есть это же наш русский герой. И ждем выставку в рамках года Академии, в рамках года науки и технологий, да, посвященную академической науке. Звучит, конечно, страшно, но на самом деле все музеи Якутска предоставляют туда свои раритеты. Там будет даже часть такая интерактивный домик полевика. Это что значит? Это значит, полевик — это ученый, который проводит полевые наблюдения. Это геолог, который собирает образцы, или биолог, который собирает гербарий, или палеонтолог, копающий кости. И живет он обычно в домике. И у него куча всяких интересных вещей, которые еще там с прошлого века, середины, все это собрали у людей. И сейчас они будут лежать в открытом доступе. Можно будет там взять лупу, потрогать чемоданчик, рюкзачок, все это своими руками перетрогать. И самое интересное, что мы готовим маршрутные листы для школьников всех возрастов. То есть такой мини-квест, ты приходишь, берешь эту книжечку и идешь по ней, узнавая неожиданные факты, да? И, может быть, выходишь с этой выставки уже с желанием самому стать таким исследователем. Такие интересные проекты. Как они рождаются и кто является вот двигателем идей? Как я говорю, мне нельзя уходить в отпуск, потому что как только я выключаю этот режим «беги-беги», сажусь. О, слушай, а вот это еще же можно сделать, да, и все. И потом я уже не успокаиваюсь, пока я это не сделаю, и коллеги тоже активно подключаются, да, давай, вот так это получается. То есть это больше ваши авторские программы, да? Ну, как сама идея, да, потому что я наиболее свободна, наверное, в отделе, меньше всех беру на себя рутины, вот. Чтобы, конечно, их реализовать, нужно усилия всего парка. Вы сегодня не с пустыми руками, у вас интересные экспонаты. Очень интересно, и такие разнообразные, причем у вас экспонаты. А расскажите, вот смотрите, мне очень понравилось вот это. Можно мы с этого начнем? С этого мы, да. Как девочка я заинтересовалась аксессуаром вот таким. Это малая часть, есть такое понятие портфель экскурсовода. В общем, мы еще с того года решили, что для того, чтобы прикоснуться к истории, не обязательно приходить в парк. В том году это было просто невозможно. Вот, что история должна приходить к тебе. Тем более мы живем в городе, которому без малого 400 лет. И мы придумали проект исторических прогулок. Не экскурсий стандартных, монолог. Ребята, посмотрите, все сюда. Но детей очень тяжело заинтересовать историей. Они прямо от этого И мы родили такие исторические прогулки, когда группа идет по тематическому маршруту и узнает что-то такое, чего не прочитаешь в Википедии. Причем это не просто, я говорю, узнает в режиме монолога, в режиме диалога. Мы задаем очень много вопросов, люди получают баллы, и в конце от наших партнеров, там, Сахабут, Камелек и других, они еще получают призы за правильные ответы или просто за какую-то там догадливость. И поскольку маршруты тематические, то мы используем максимум реквизита, что тоже очень нравится и детям, и взрослым. Говорите, как заинтересовать детей? Взрослые с удовольствием точно так же за все это хватается, играют в крокодил. Что это за блестяшка? Блестяшка. Блестяшка — это кусок космической обшивки, который участвует в маршруте у якутской интеллигенции. Да, мы рассказываем о Юрии Шафере и показываем, загадываем его, да, институт космофизики через это Та самая детали космическая кораблей, обшивка, которые падают у нас в Якутии, да. Ух ты. Мы ее нашли в Нерюнгре, отпилили, да.
Это у нас весы, которые символизируют необычный автопортрет Страшного Суда, если вы знаете, в Преображенском соборе. Да, есть такое. Да, есть такое. Этим мы загадываем Далана и Шаламова, которые тут строили, да, по неволе. Это у нас Георгий, Оказалось в том бы, да, числе и все-таки Бродский. простой гвоздь. Нет, это Бродский, Горбовский. Это у нас Сорун Амалон. Это Кулаковский, который работал там писарем и счетоводом, да. То есть мы вот идем с этими книгами, обвешиваемся То есть этим вы всем. какую-то да. историческую личность, вы ее именно Нет, мы запечатали? берем тематические. именно? Есть у нас Тематику, маршрут, да? вот, допустим, маршрут у нас хардкор, который мы недавно запустили. Хардкор. Он посвящен Хардкор? Да, хардкор якутской тюрьме и ссылки. Ух ты! Вот. Есть маршрут именно геологический, в субботу стартует. Сегодня у нас будет литературный в краю метели и снегов. То есть маршруты всякие разные, и люди, которые приходят, они нас заставляют уже дальше, там, а давайте медицинский, а давайте театральный, а давайте музыкальный. Мы поняли, что все это будет так продолжаться. Очень Кроме много, того, наверное, желающих, да, посетить. Как вообще происходит заявка? Ну, запись? обычно, да, либо в моем инстаграме, либо в инстаграме парка мы даем анонс, идет запись на 15 человек, мы это дело отрубаем, хотя нам пришли радиогиды, такие суперудобные девайсы, позволяющие не бежать прямо непосредственно за гидом, да, а можно вообще отойти на расстояние метров 10. И все там прекрасно слышать. И послушать Тебя наушники, индивидуально. да. Но да, все вот равно это люди всё? все идут плотно к нам, потому что, я говорю, там уже постоянно что-то показывается, Так это тоже достается. талант заинтересовать, именно Рассказывать. организовать. И кроме того, мы сейчас запускаем именно для детей квесты. Кстати, мы еще знаем, что ваши проекты участвуют во всевозможных конкурсах. Ну, не всевозможных, В Всероссийский? разных. но всероссийских, да. Да. Только что я стала победителем конкурса ТОП-1000 от портала «Живое наследие РФ». Как мы вас поздравляем, Да. во-первых, с этим. Что Значит, это было за... Что это было? В общем, на платформе «Живое наследие» нужно было представить заявки на культурные бренды республики. Туда пошел залог, шахта Шергина, СРГ, Дети Азии. То есть там события, объекты природные. То есть то, что вот построенный именно наш человек. колорит как-то, И да? жуткий, именно да, описывает? конкурс, и тем не менее практически все заявки, только, по-моему, якутский нож у нас не признали культурным брендом. То есть достойным топ-1000, да? Но все 8 заявок у нас туда попали, и я выиграла билет в мечту. Проезд это хватило ровно на возвращение из Нижнего Новгорода, где я тоже участвовала в очередном конкурсе. Ну, по крайней мере, я рада тому, что труд мой и моих коллег сделал тот же залог, да, все время забываемый, входящий в список топ-1000 культурного наследия Смотрите, России. сейчас век цифровых технологий, то есть именно какой-то истории, вот как говорится, как молодежь что называет, пылью, особо не заинтересуюсь. То есть, соответственно, нужно развивать социальные сети. Для вас это как раз-таки вы и превратили их как способ возрождения именно. Ну, социальные сети, во-первых, это площадь, с которой я громко кричу в начале каких-то проектов, как раньше Глашата говорил. А потом это сцена, на которой ты выходишь, кланяешься, ставишь точку в проекте и собираешь аплодисменты. Ну, мы вас поздравляем, во-первых, очень интересно, друзья, и мы вам всем рекомендуем. То есть, если вы не знали, как отвлечь своего ребенка от гаджета, то прямиком отправляйтесь в музей «Россия. Моя история». Ну а на этой замечательной ноте мы с вами прощаемся. Желаем всего самого отличного, бодрого утра. Не забывайте, что сегодня середина недели, поэтому будьте очень-очень бодрыми. Ну и, конечно же, до новых встреч в эфире, дорогие друзья.